Порядок представления к государственной награде за участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов будет изменен. Что именно подразумевают новшества? И как быть с теми, кого боевая награда так и не нашла? На эти и многие другие вопросы в интервью абхазскому телевидению ответили вице-президент Абхазии, председатель комиссии по наградам при президенте Виталий Габни и первый заместитель министра обороны Абхазии генерал-майор Беслан Цвишпа. На сегодняшний день существует правило, где участник войны приходит, берет анкету, заполняет ее, сам формирует свое видение, какой награды он достоин, и 5 сослуживцев подписывают, где данный подход сегодня вызывает как среди ветеранов, так и в обществе значительные нарекания. Далее эти наградные листы лежат и пылятся у нас здесь в администрации президента, также и в комиссии по наградам при Министерстве обороны. Причем эти люди с периодичностью приходят, требуя, не прося, а порой требуя о том, чтобы этим наградным листом дали мы ход, говоря о себе в восклицательной степени. Речь идет не только о тех, на кого уже поданы наградные листы. Сейчас есть возможность не просто привести списки участников войны в соответствие, но и, наконец, вспомнить тех, кто так и не был награжден за прошедшие 22 года. Мы собрали командиров всех батальонов и сказали о том, что с 1 числа 2016 года мы закрываем вообще подачу и прием наград как таковых по войне 92-93 годов. А до этого разрабатываем график, который коснется всех батальонов, обеих бригад, отдельных рот, где каждый четверг в данном графике именно командир данного подразделения будет и имеет право подавать на награду, но только при полном строе из числа, соответственно, живых, как я говорю, при полном параде. Вот когда мы ввели это правило, ровно половину из тех, которые к нам сюда приходили и требовали себе награды, им просто ветром сдуло. Потому что главным критерием является не только подача самого командира, а чтобы награда вручалась при СМИ, при телевидении, как это положено, празднично и при полном согласии боевого строя ребят. Сразу на послевоенный период была первая волна так называемых награжденных, которые ни у кого не вызывает сомнений. Но реальные участники войны, которые прошли от А до Я всю войну и не попали в первую волну, они практически на 80% они по сегодняшний день так и не награждены. Вот так называемая вторая волна, это была волна не совсем добросовестных людей, которая продолжалась десяток лет. Не хочу сказать, что эти люди вовсе не принимали участие в войне, но их героизм в тех наградных листах для всех сомнителен. И ровно поэтому сегодня ценность боевых наград для многих реальных ветеранов войны теряет свою силу. Вот для того, чтобы восстановить данную несправедливость, поскольку у ребят выросли дети, ситуация поменялась, существуют определенные, в том числе, льготы, особенно на фоне тех, которые относительно них не заслужили эти боевые награды. И поэтому мы даем возможность командирам и ребятам самих подразделений закрыть, выровняв эту тему, и закрыть к 1 января 2016 года вовсе как и добавление участников войны, так и касательно боевых наград. Это работа непростая. Эта работа непростая, поскольку она будет саккумулирована в сжатые сроки, буквально в полгода, но мы ее сделаем, мы справимся, и мы заручились поддержкой командиров, которые сказали о том, что да, это верный путь, и нужно выставлять крайнюю точку, и она у нас вот таковая. Мало того, мы ставили вопрос о приравнивании к участникам войны ребят из силовых подразделений, которые несли боевую службу с 1993 по 2008 год, ровно до того момента, пока нас не признала Россия и российские пограничники не заступили по государственной границе. Поскольку охранять границу, будучи в прямом боестолкновении в мирное время, когда страна живет в мирное время, в особенности тяжело.
ребята погибали, получали значительные увечья, а государственный подход, на наш взгляд, он крайне дифференцирован, где разница между тем, что платят участникам войны, и тем, кто получил эти увечья при охране границы после войны, разнится кратно. И поэтому мы считаем справедливым выровнять и в этой части. В течение 6 месяцев члены комиссии вместе с военным ведомством страны не просто пересмотрят представленные документы, но и тщательно будут их изучать. Каждый документ обязан будет подписать командир. В случае, если его уже нет в живых, ведь как-никак прошло больше 20 лет, этот документ подпишут вышестоящие командиры. К примеру, начальник роты, батальона или штаба, к которому было прикреплено подразделение. Правила представления и порядок представления к награждению государственным наградам, они определены инструкциями, есть положение. Я думаю, что здесь ясно, что в послевоенный период времени тот или иной боец, который не был представлен государственной награде, в связи с тем, что он мог бы впоследствии в послевоенный период времени умереть или что-то с ним случилось. Так вот, есть порядок. Подписывает наградной лист командир роты, подписывает командир батальона, начальник штаба батальона, подписывает, если данный батальон входил в состав бригады, в частности, как на Гумстинском фронте или же на Восточном фронте, командиры полков и начальники штабов. Это представление является полностью отработанным, и все те должностные лица, которые должны были быть, то есть подписали, и после этого они попадали в наградной отдел Министерства обороны. После этого их регистрировали, и по количеству наградных листов в месяц один раз под председательством, обычно как по приказу министра обороны, первого заместителя министра обороны и членов комиссии, рассматривали эти представления. Были такие случаи, которые неоднократно уже бывали, которые ранее были представлены, получили государственные награды, и несмотря на это, они еще и вторично. Есть такие у нас участники Отечественной войны, которые награждены по 2 и более раз. Вот. Такая проблема существует. Поэтому те участники войны, которые не представлены и не награждены, естественно, у них возникает определенное возмущение. И это правильно. И погибшие, которые в период Отечественной войны, который погиб, он должен быть обязательно представлен и обязательно он должен быть награжден. 6 августа текущего года на встрече с командирами различных подразделений периода Отечественной войны народа Абхазии обсуждались вопросы, очень волнующие участников войны. Именно тогда и было принято решение изменить порядок представления к наградам. Я хочу привести некоторые цифры, потому что из общего количества участников Отечественной войны народа Абхазии 18 727 человек, на сегодняшний день награждено 6371 человек. Естественно, у многих возникает вопрос, а остальные, которые принимали участие в Отечественной войне, почему они должны быть не награждены, который внес лепту в победу в нашу. И поэтому было принято решение, что из более 1400 наградных листов представлений, которые заполнены и прошла комиссию Министерства обороны и представлена в администрацию президента, здесь проводится определенная работа, и в скором времени будет уже заседание комиссии для того, чтобы до конца этого года все представления, чтобы были рассмотрены. А что касается остальных, мы пришли к такому мнению, что есть вот здесь инструкция о порядке представления к награждению орденами и медалями Республики Абхазия, разработана в свое время Министерством обороны Абхазии
в 1994 году. Здесь есть постановление Верховного Совета Республики Абхазия об учреждении медали за победу. Принято решение, я думаю, что будет поддержка для того, чтобы юридически это все оформить, для того, чтобы остальные участники Отечественной войны, чтобы были представлены и награждены именно вот этой медалью, государственной награды. Должно быть у нас единое мнение, потому что все те, которые участвовали в войне, они должны быть именно поощрены государственными наградами. На данном этапе, что прием представлений заполненных наградных листов мы в Министерстве обороны временно приостановили, пока мы более 1400 наградных листов, пока они не пройдут комиссию при президенте. Пока эта комиссия находится подо мной, ни одна боевая награда не была выдана до понимания и формирования нового подхода, к которому мы только сейчас пришли. Это важно. Бытует мнение, есть ли необходимость в общей медали за победу. На мой взгляд, конечно же, да, поскольку на сегодняшний день у нас только 3 боевые награды – за храбрость, Леона и Героя. Часто приходят командиры и коллективы второго эшелона, даже не второго эшелона, а речь идет о подразделениях обеспечения, которые, конечно же, внесли свою лепту. Речь может идти и о автобусном парке, где водители доставляли бойцов на линию фронта и тоже попадали под обстрелы. И, конечно, и они вправе рассчитывать, но мы не можем просто переступить в себе барьер, наградив их боевыми наградами ровно с теми же ребятами, которые жизнью рисковали вот изо дня в день, ежечасно. И поэтому такая медаль необходима. Единственное, мы на том собрании, к которому оперируем, командиров, которое прошло в актовом зале Министерства обороны, мнение разделилось на тех, кто считает, что этой медалью за победу нужно наградить всех 18 тысяч человек. И мое, в частности, мнение было ровно тех, которые не подпадают под прямые боевые награды. Этот вопрос у нас является еще единственным незакрытым, где мы должны вынести на обсуждение с президентом. И тогда у нас уже будет понимание, по какому из действующих путей мы двигаемся. Но то, что такая медаль нужна, в этом, я думаю, что нет права ни у кого сомневаться. Далее еще есть вопрос по льготам участникам войны. Их как таковых не существует. Ровно поэтому мне сейчас делегировали еще одну комиссию, связанную с определением инвалидности времен войны. И здесь тоже существуют правила, благодаря и из-за которых у нас список инвалидов растет уже на 22-м году после войны. Существует следующее правило, что командир подписывает, а существует еще и некая медицинская коллегия, которая определяет. Но что это медицинский орган, что он может определить по истечению 22 лет? Он может определить только текущее состояние человека на данный период, где понятно, что в силу возраста и многих других жизненных болячек, конечно, у человека уже и внутричерепное давление, и ряд других болячек. Но этот вопрос нами был отложен на доработку, поскольку, если вы спросите о моем субъективном мнении, то инвалидность – это когда есть неравные возможности с человеком здоровым. Когда получают инвалидность люди по истечению, я еще раз скажу, 22 лет, в большей части по внутричерепному давлению, потому что по остальному ничего, я извиняюсь, придумать больше нет возможности, то эти деньги изымаются у тех инвалидов, которые нуждаются в первую очередь, которых с остальными неравные возможности, это принципиальный вопрос. С другой стороны, существует другое мнение в дополнение, что
Ребята прошли всю войну, многие не устроены, многие не реабилитированы. Просто участникам, если ты участник войны, тебе никакие льготы вообще не существуют, их не прописаны. И, конечно, те суммы, в которые в 6, 7, 8 тысяч сегодня выплачиваются инвалидам еще и с придачей к награду, конечно, это является для них выходом с их тяжелого социального положения. И, в принципе, и эта сторона тоже нам понятна. Мы не пришли там к единому мнению, как нам быть, и по этому поводу мы, наверное, в заключении, в конечной стадии тоже с вами будем иметь диалог, где также по конечному результату вам скажем, осветим и поставим наши рамки и условия. Мы хотим дать посыл, что у нас впереди полгода, где все батальоны будут представлены. Мы никого не забудем, существуют списки, будет выработан график. Мы не принимаем награды от общественных организаций, от людей непосредственно самих. За человека должны говорить командиры и должны говорить его однополчане. Это даже некорректно и некрасиво, когда человек сам на себя приносит награды. Мы же не говорим о том, что хватит, и мы эту тему закрываем. Мы даем возможность как раз выровнять, сделав со своей стороны правильный и верный шаг в том, чтобы никто не был забыт. Но пусть ни у кого не вызывает сомнения, что в данном случае пойдет в короткий срок поголовное награждение. Это на самом деле не так, потому что, проговорю еще раз о самом правиле. Помимо того, что представляет командир, это будет происходить при полном строе однополчан, при полном параде, где люди войны первого, особенно эшелона, они обостренно относятся. Для них, для многих было откровением, когда они узнавали, что в их рядах помимо них получали люди и инвалидность, и награды, и это всегда их возмущало. Поэтому это тот барьер, естественный барьер, который не даст массово разгуляться, что называется, наградами. Это будет все предельно понятно, справедливо, при освещении, в каждом первом случае при репортаже, даже в ту Великую Отечественную войну 41-45 годов, даже на линии фронта под обстрелом награды всегда давались торжественно. Это у нас привыкли получать их из-под полы, когда твои же прямые однополчане о том ничего не знают. Командиры, это общественные организации, которые представили несколько человек, которые одновременно, перечисляя за каждое участие в той или иной операции, в оборонительной или наступательной, одновременно на 3 государственные награды на одном наградном листе. То есть и Герой Абхазии, и к ордену Лена, и к медали за отвагу. И этот товарищ начал свой боевой путь в июле месяце, в начале июля 1993 года и до конца войны, до 30 сентября, там несколько месяцев, и за этот период, что он мог бы совершить такое, что можно было одновременно представить его к 3 государственным наградам. Это из ряда вон, и поэтому сейчас просто мы почему об этом проговорили, что до абсурда доходит. По данным Министерства обороны, добровольцев, принимавших участие в войне 92-93 годов, 2310 человек. Те правила, о которых мы говорили выше, конечно же, не распространяются на добровольцев. Мы считаем, все, кто приехал и встал вместе с нами, все достойны наград. И в отношении них, как по гражданству, где у нас вписано это правилами, так и по наградам, мы никого из них не забудем. Что касается тех, кто незаслуженно получил боевые награды, этот вопрос теперь полностью в руках ветеранов войны. Каждый случай, который участники войны предложат рассмотреть, комиссией будет изучен. И если факт подлога будет обнаружен, руководство страны сумеет остановить действие награды. Возможно, в дальнейшем сможет и полностью ее отозвать. В воздухе, я как понимаю, витает, но в действительности реализовать, даже выдать правильную награду непросто, не говоря уже о том, чтобы кого-то лишить награды. Поскольку правовые процедуры правил текущего периода были, в принципе, соблюдены.
Тот строй, о котором я уже здесь третий раз говорю, в принципе, способен и может поставить под сомнение и ранее выданные награды, если командир при согласовании с ними посчитает нужным озвучить все ранее выданные награды, помимо тех, что выдаются в этой последней волне. Если сами бойцы поставят под сомнение эти награды, мы готовы обработать эту подачу и, скорее всего, на первом этапе приостановить их действия. Но обратно, это должно исходить снизу, от самих ребят. Сверху у нас и таких полномочий нету, и механизм, он не существует, он только может идти с подачи от ребят непосредственно. Количество случаев, когда по разным причинам, в том числе и политическим, ветераны войны не общаются со своими командирами или боевыми друзьями, настолько ничтожно, что говорить о них отдельно не имеет смысла, уверен Виталий Габни. Мой непосредственно батальон, который в первой половине войны был за Вовой на Чачаглы, а во втором, после 16 марта, уже за Автогардске. И мы, конечно, тоже подвержены были политической конъюнктуре, но ни разу не было такого, чтобы мы в те траурные даты, которые для нас святы, чтобы мы не собрались и, не дай бог, еще между собой не разговаривали. Для меня это, в общем, нонсенс. Именно в этом вопросе политика совершенно не имеет никакого значения. Я с вами согласен в той части, что командиры не только могли во время войны погибнуть, но еще и по истечении 2 десятилетий, конечно, жизнь берет свое. Но есть начальник штаба, есть комиссар роты, есть командиры рот. В любом случае, кто-то из командующего состава остается, но эта напряженность снимается именно парадным строем ребят из числа живых. Это прямые очевидцы. Это больше предохранитель, даже чем сами командиры. Инициатива не просто необходимая, но и очень полезная. Впервые за много лет государство постарается сделать так, чтобы каждая награда нашла своего героя. Чтобы среди участников Отечественной войны народа Абхазии больше не осталось ни одного, обойденного вниманием. Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.